Ну, мы сейчас читаем Эрагона всей семьей. Как? Автор, я не помню, Паолини или как-то, итальянец, в общем. А вот дети ваши читают? Ну, к сожалению, не очень. Вы покупаете книги? Да, обязательно покупаем только книги, чтобы были книги такие, бумажные, да. Последняя книга, которую я читал, это был «Великий Гэтсби». Фильма я, к сожалению, не смотрел, а книгу я вот прочитал. А вы книги в бумажных книгах читаете или в электронных? В бумажных, потому что я не люблю напрягать глаза. Читать? Ну, не очень. Мангу. Вы любите читать? Уже нет. А помните, какая последняя книга была вам? Ой, даже не могу сказать. А ваши дети, внуки читают? Нет. Сейчас вообще это, по-моему, редкость. Все сидят в этом компьютере. В интернете, да? Да. Оттуда и черпают все знания, нужные и ненужные. У меня муж всю жизнь читал книги, художественные, детективы. Я сама лично ходила, покупала ему, да. Это у нас дисконтная карта есть для книг. Ну, вот детективы хорошие там. Ну, сейчас уже меньше читает. Уже... Как вы думаете, с чем это связано? Я не знаю, но сейчас все больно умные, как бы, а им больше это, как сказать, ну, компьютеры, короче говоря, телефоны вот эти крутые, вот и все они к этому. Молодежь совсем не читает. Муж у меня вообще очень много покупает книг. Я больше люблю детективы, а муж больше любит исторические. А к детям прикрываете? Да, у нас очень любит книжки. Да, нам 4 года, но мы уже знаем почти весь алфавит. Старшее поколение читает газеты. Ага, якутские, которые издания все много читают. Я сама выписываю все якутские газеты и читаю по-якутски книги. Последняя Николай Якутский только. Вы на якутском языке? Ага, на якутском языке. Покупаете бумажные книги? Бумажника нет. Вы в электронном варианте читаете? Не, но у меня своя библиотека маленькая. Вот там иногда покупаю, иногда в библиотеке. А вот с малышкой какими книжками занимаетесь? Пока нет. В последнее время больше читаю в электронном варианте, но люблю читать бумажные книги. Электронный вариант связан с тем, что его в командировке удобнее возить. А в связи с тем, что я в командировках очень много, то вожу с собой гаджет. А скажите, пожалуйста, какая последняя книга была? Ну, я сейчас читаю книгу про руководителей Якутии. Недавно вышла такая очень хорошая книга, историческая. Ее читаю. Издательство наше? Да. Как вы считаете, молодежь меньше читать стала, чем предыдущее поколение? Если ориентироваться на ту молодежь, с которой общаюсь я, да, мне кажется, все-таки читать молодежь стало меньше, и это очень плохо. А чтобы привить любовь к чтению, что бы вы посоветовали? Ну, это надо на самом деле в семьях воспитывать. Спасибо большое. А ваш любимый жанр какой? У меня нет любимого жанра, в зависимости от ситуации. Читаю каждый день перед сном, читаю легкие книжки, которые прочитал, забыл. А если говорить про то, что люблю читать с точки зрения там своего обогащения, то это, наверное, историческая литература. Ты любишь читать? Ну, не так. А какие книжки тебе нравятся? Ну, там фантастика всякая. Фантастику любишь? А читаешь в книге бумажной или в электронном варианте, в интернете читаешь? Ну, в бумажном. Скажите, пожалуйста, вы любите читать? Ну, смотря что. Что вы любите погоди. читать? Примерно. Ну, фантастику. А в электронном варианте или в бумажном? Ну, чаще всего в электронном. В бумажном, конечно, лучше, но не предоставляется такая возможность. Я последний раз читал «Война и мир» Лев Толстой. Вы читаете в бумажном варианте или в электронном? Да, конечно, в бумажном. Эрге Книгадары. Ага. А любимый жанр у вас есть? Любимый жанр спортивный, наверное. Из спортивного последний раз Дэвид Бекхэм «Дугин Книгаднах», потом «История жизни». А вы любите читать? Да. Какая книга была последняя, которую вы прочитали? Американские боги. Да? Вы покупаете в бумажном варианте или читаете в интернете? В интернете читаю. Книгу – это самое мое любимое занятие. Иду покупать сейчас. Все вот новые издания, которые говорят по радио, и выходят газеты, я иду и тут же. Ну, сейчас пенсионер, сейчас 77 лет, а что остается? Только читать, удовольствие получать.
Это сейчас все есть такое мнение, что молодежь не читает. Это неправда. Молодежь читает, еще как читает. Не только книги, газеты, но интернет читает. Все читает. Очень много информации, потому что молодежь знает, что мы живем в рыночных условиях, где знание сила, где информация – это самое главное богатство.